Главные события уходящей среды 11 июня в материалах наших корреспондентов. Это итоги дня. В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Вот основные темы выпуска. Программа развития Академии наук Якутии 2030 будет разработана уже до конца этого года. Расскажем подробности. Обновление автопарка для общественных пассажирских перевозок – одна из приоритетных задач. Новые автобусы уже работают в Якутске, пригородах и 17 муниципальных образованиях. Те, кто стоят на страже здоровья каждого якутянина в Якутии в преддверии профессионального праздника, чествовали медицинских работников. Татарская культура на якутской земле. Гастроли Буинского драматического театра стартовали в столице республики. Тем временем молдавские старшеклассники и студенты отправились на традиционные полевые сборы. Главная цель – подготовить к службе в рядах вооруженных сил. Особый противопожарный режим установили на территории Якутска с 9 утра сегодняшнего дня до 9 утра 2 июля. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. На период действия особого противопожарного режима на территории столицы республики запрещены въезд транспортных средств в леса, кроме тех, что используются для лесохозяйственной деятельности и борьбы с лесными пожарами. Ограничено посещение лесов населением, за исключением работников, чья деятельность связана с лесами. Запрещено также использование мангалов и открытого огня в лесах, кроме объектов общественного питания и специально отведенных мест с соблюдением правил пожарной безопасности. Программу развития Академии наук Якутии до 30 года разработают уже до конца этого года. Об этом в ходе общего собрания Академии сообщил глава республики Айсан Николаев. Говоря о важной роли Академии наук в деле воспитания научной молодежи, он призвал сообщество популяризировать науку среди молодежи. Он также отметил роль Академии наук региона в становлении научно-образовательного центра «Север» территории устойчивого развития, который в прошлом году вошел в группу устойчивого развития. Сегодня в Якутске открыли памятник выдающемуся ученому и государственному деятелю Василию Филиппову. Монумент установлен вблизи Академии наук, которую он возглавлял на протяжении нескольких лет. Именно Филиппов укрепил материальную базу Якутского государственного университета, дал импульс развитию целой плеяды молодых ученых. Благодаря его усилиям был открыт и научно-исследовательский институт мирового уровня. Кроме того, Филиппов, будучи депутатом Госсобрания Илтумен, инициировал целый ряд законов, которые направлены на комплексное развитие арктических районов республики. Автором памятника, к слову сказать, стал скульптор Николай Чечасов. Его заслуги, прежде всего, по науке, она заключается в создании консолидации научного сообщества Республики Саха-Якутия и связано с научным сопровождением вообще всех социально-экономических проблем нашей республики. Вот. Очень много его учеников сегодня собрались для того, чтобы принять участие в этом торжественном, очень памятном таком дне. За январь-апрель этого года в Якутии объем выполненных работ в строительстве составил 80,7 миллиардов рублей. Это второй показатель в Дальневосточном федеральном округе после Амурской области – 116,7 миллиардов. На третьем месте Хабаровский край – 72,1 миллиард рублей. Общий же объем работ по строительству на Дальнем Востоке – 429 миллиардов рублей. Введено в действие 2478 жилых домов. Обновление автопарка для общественных пассажирских перевозок – одна из приоритетных задач правительства республики. Новые автобусы, к слову, уже работают в Якутске, пригородах и 17 муниципальных образованиях. Какая еще работа предстоит в этом направлении, расскажем далее. Такого обновления автопарка для общественных перевозок, как за последние 3 года, в Якутии еще не было. С 22 по 24 год республика закупила для Якутска 124 автобуса большого и среднего класса, часть из которых была приобретена по программе льготного лизинга от ВЭБ РФ. Для муниципалитетов в 2024 году было куплено 53 автобуса по федеральной программе специальных казначейских кредитов. Сейчас они работают на линиях в 17 районах. До 30 года у нас еще предстоит приобретение 259 единиц, которые также будут распределены по опорным населенным пунктам. Также у нас продолжается обновление подвижного состава по
программе развития общественного транспорта по линии Министерства транспорта и дорожного хозяйства. Это в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». И в этом году, в 2025 году, мы планируем приобрести еще 74 единицы. Это на условиях лизинга. Новые автобусы высоко ценят горожане и жители пригородов, которым иногда приходится тратить на поездку больше часа. Но просторные салоны и удобные кресла делают поездки более комфортными. Конечно, нравится. Это плюс, во-первых. Во-вторых, побольше надо автобусов. Мне нравятся новые автобусы, там много места, и места очень, ну так сказать, сиденья хорошие, и вид нормальный. Кондиционер, все, больше. Это что новые автобусы, да, только из этого плюсы. А так не хватает, наверное. Побольше бы сделали рейсов, а то он все время заполненный, типа. Да, целый час ждать. И благодаря таким новым автобусам все равно сейчас появился кондиционер, где удобно и более комфортно себя ощущаешь по движению по городу. Даже занимает обычный общественный транспорт. То, что он добавил в салонах автобуса, мое именно пожелание, это розетки USB, как в других городах, как город Москва или Санкт-Петербург. Во всех общественных транспортах есть зарядка. Главное неудобство для жителей пригорода – это недостаточное количество рейсов. Автобусов у компании ИПАК, которая занимается общественными перевозками, хватает. Проблема на данный момент в кадрах. Проблема у нас, конечно, это кадровый дефицит водительского состава, авторемонтной мастерской. У нас порядка 35 вакансий по водителям автобусов сейчас и 5 вакансий по авторемонтной мастерской. Ну и также обслуживающий персонал – это основная проблема. Да. Благодаря обновлению парка автобусов появились новые маршруты, связывающие Якутск с Покровском, Бердигистяхом и Чоропчой. Со временем в столице на пригородных маршрутах будет больше рейсов, а пассажиры будут меньше времени проводить в ожидании нужного автобуса. Александр Хавренко, Семен Семенов, Якутск. Лучших работников и ветеранов медицинской отрасли чествовали сегодня в Доме правительства в Якутске. С поздравительной речью и словами благодарности выступил председатель правительства республики Кирилл Бычков. Сегодня в здравоохранении региона работают более 21 тысячи человек, в том числе 5444 врача, 12 тысяч средних медработников и более 3000 младшего медперсонала. Благодаря их качественной, такой трудной, терпеливой и заботливой работе укрепляется здоровье населения, появляются на свет будущие надежды республики. Сегодня за вклад в развитие здравоохранения лучшие медики удостоились российских и республиканских наград. Я очень горжусь тем, что наша команда сотрудников лаборатории клинической микробиологии каждый год внедряем очень много микробиологических исследований, в том числе и, кроме классических, в том числе и инновационные методы. И горжусь тем, что результат нашей общей команды. Ниренгринский реабилитационный центр «Сувак» – один из самых востребованных центров республики. За 35 лет работы здесь накоплен большой опыт и достижения по использованию верботонального метода в комплексной реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Подробности у наших ниренгринских коллег. Сегодня в Суваге 87 специалистов разной направленности проводят комплексную реабилитацию для тех, кто в ней нуждается. Год у нас реабилитацию проходит 1232 ребенка-инвалида, а также 160 взрослых. Среди них есть у нас в приоритете участники специальной военной операции, члены их семей. Также мы работаем по направлению ранняя помощь. В день открытых дверей ведущие специалисты на открытой площадке центра проводили разнообразные мастер-классы, демонстрируя на них методики, используемые в своей практической работе с воспитанниками. По методу Монтессори занятия, то есть у нее же самый главный принцип какой? Помоги мне сделать самому все, самому. Взрослый только если в других методиках педагогических в центре стоит воспитатель, учитель, то здесь стоит ребенок, и мы вокруг него. То есть мы помогаем ему только в том случае, если он просит нашей помощи. А если он не просит нашей помощи, мы не помогаем.
Сувак давно заработал и поддерживает свой высокий рейтинг у населения. Многие даже переезжают в Нерюнгри на постоянное место жительства ради посещения данного центра. Обладая мощным профессиональным и творческим потенциалом, современной материально-технической базой, дружественной атмосферой, Сувак соответствует современным требованиям в области реабилитации. Мы посещаем Сувак уже в течение 2 недель. Мы пришли по программе раннего развития для малышки, ей 1,5 годика у нас. И, соответственно, мы пришли, чтобы нам помогли с усидчивостью. У нас такой ребенок гиперактивный. И немножко, чтобы помогли с речью. И уже есть какие-то сдвиги, у нас уже много новых слов. Ребенок тут очень хорошо развивается, очень классные комнаты, педагоги, хороший преподавательский состав. Поэтому нам прям очень нравится. В день открытых дверей также была подготовлена большая развлекательная программа для детей и их родителей. Спектакль от кукольного театра, экскурсии и знакомства с работой специалистов, консультации, прогулка в парке с призами и сладостями. Это еще раз доказывает то, что к своему делу центр подходит со всей душой. Екатерина Павлова, Александра Цыбикова, Нерюнгри. Расширение квоты для участников специальной военной операции и их родных не повлияет на качество бюджетных мест в вузах для других категорий абитуриентов. Об этом сообщил замминистра науки и высшего образования страны Константин Могилевский. Ранее глава Миноборнауки Валерий Фальков рассказывал о выделении бойцам СВО и членам их семей более 50 тысяч мест в высших учебных заведениях, что составляет минимум 10% от объема контрольных мест приема. В прошлом году, к слову сказать, на бюджетные места приняли 12 тысяч военных. Старый город в эти дни превратился в настоящий центр этнической культуры, творчества и экологии. Стартовал этнофестиваль «Зеленый маркет», о котором в подробностях расскажет наш корреспондент Степан Черненко. На этнофестивале «Зеленый маркет» вас ждет яркая и насыщенная программа. Представлена традиционная якутская кухня до современного стритфуда, уникальные ремесленные изделия и винтажные находки. Работает своп-маркет, где можно обменять книги, одежду и декор, давая вещам новую жизнь. У нас мастер-классы проходят по рисованию, по скетчингу. Там под верандой у нас 2 компьютера стоит, анимация проходит, значит, меча. Это у нас по факультету анимации мастер-класс. Кроме того, для детишек раскраски. То есть стараемся как-то быть вовлечены в общий процесс развития все-таки уровня культуры и несем, так сказать, цифровизацию в массы. На фестивале вы сможете попробовать наваристый якутский суп, познакомиться с авторскими орнаментами, а также посетить выставку коллекционеров, где собраны редкие артефакты от старинных монет до советских сувениров. Особое внимание уделено экологии. В эко-зоне вас научат правильной сортировке мусора и расскажут, как сохранить природу севера. Как тебе вообще выступление понравилось? Да, очень понравилось, все молодцы. Концерты на фестивале являются одной из самых интересных площадок. Екатерина Полисова впервые решилась выступить на сцене с танцевальным номером вместе со своей группой. Раньше девушка никогда не решалась выходить на сцену, а на фестивале она исполняет роль в мини-спектакле «Несбывшаяся мечта». Прекрасно, отлично. Большая благодарность организаторам. Столько впечатлений, эмоций, все хорошо, все прекрасно. Фестиваль «Зеленый маркет» – это не только праздник культуры, но и возможность стать частью большой дружной семьи, где ценят историю, творчество и заботу о природе. Особая гордость – дерево желаний, где каждый может оставить свою идею для будущих фестивалей, помогая создать новую традицию. Вход на фестиваль бесплатный. Степан Черненко, Стас Потапов, Якутск. В Доме культуры имени Кулаковского открылась выставка «Хранительниц традиций». Здесь представлены искусные работы народных мастеров республики. Одежду, украшения, предметы быта народов Севера изготовили из меха, кожи, костей рыб, чешуи и других причудливых материалов. Жемчужина выставки – точная реконструкция мехового костюма, который северяне подарили Иосифу Сталину. Открытие выставки приурочено к 30-летию женской общественной организации «Аборигенка». Она занимается возрождением и сохранением традиций коренных малочисленных народов. Экспозиция продолжит работу до 21 июня. У нас есть именитые мастера, да, которые всю жизнь занимаются, которым за 80, за 70. Вот, для нас они являются образцом и для подражания. И мы, мастера, учимся у них. Такие выставки, да, очень полезны как для мастеров,
так и для населения, чтобы они посмотрели, там что-то у них вот родное пробудилось, и интерес появился. Татарская культура на якутской земле. Гастроли Буинского драматического театра стартовали в столице республики. Какие спектакли представляют актеры и как проходила подготовка к показам, узнавала Эржена Гармаева. Гости из Татарстана прибыли к нам только вчера, а уже сегодня они на сцене Саха-театра. Труппа готовится представить постановку «Небесный тихоход». Историю о 3 летчиках, для которых первым делом самолеты, ну а девушки потом, знают по одноименному советскому фильму. Исполнитель главного героя в театре Ильфир Султанов признается, со своим персонажем, пилотом Булочкиным, он чувствует особую связь. Возможно, в другой жизни даже был летчиком, наверное, скорее всего, потому что эта роль очень близка мне. Как-то к ней очень трепетно так отношусь. Даже один и тот же спектакль, вот этот «Небесный тихоход», мы каждый раз играем по-разному. Это зависит от зрителей, как принимают. Иногда приходится тяжеловато. Иногда на одном дыхании от души просто плаваешь. А завтра якутские зрители увидят труппу Буинского театра в спектакле «Жребий». Эта постановка, в отличие от «Небесного тихохода», пронизана культурой Татарстана. Она повествует о быте и судьбе татарского народа через истории обычных сельчан. Актеры сами собирали рассказы деревенских жителей, сами и написали сценарий. Всякие смешные истории у них собирали, грустные истории собирали. Кто-то взял за основу историю своей бабушки, кто-то своего знакомого, соседа, кто-то там герой Советского Союза, то есть вот, который был в Татарстане. То есть это вот так вот все скомпоновалось, и произошел спектакль, который называется как мозаика. Мозаика из реальных историй. Творческому коллективу из Буинска по театральным меркам совсем немного лет. Он основан только в 2007 году. Для актеров это второе путешествие в Якутию. В этом, кстати, особенность Буинского театра – плотный гастрольный график. Город расположен у нас театр между Казанью и городом Ульяновск. Население у нас 20 тысяч человек. Потому что город небольшой, приходится всегда быть на колесах, и самый такой амбициозный, молодой гастролируемый театр Татарстана. Со спектаклей буинской труппы официально начался федеральный Сабантуй. А масштабные гуляния в честь татарского праздника пройдут 14 июня на Комсомольской площади в столице республики. Эржена Гармаева, Виктор Дьячковский, Якутск. Лидер сборной Якутии по пауэрлифтингу Владимир Балынец станет участником Кубка мира среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщили в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд. Крупное соревнование международного масштаба пройдет в Пекине с 18 по 25 июня. Заслуженный мастер спорта приглашен в состав паралимпийской сборной страны. Балынец представит страну в жиме лежа весовой категории до 49 килограмм. Напомню, лидер команды в сентябре стал чемпионом Азии с мировым рекордом, а затем в 20-й раз за карьеру завоевал золото чемпионата России. Алданские старшеклассники и студенты отправились на традиционные полевые сборы. Главная цель соревнований – подготовить к службе в рядах вооруженных сил. К юношам присоединились и девушки. Премудрости ратного дела представительницы прекрасной половины познают с не меньшим энтузиазмом. Тему продолжит Татьяна Вахнина. Стоять! Кто идет? Вооруженный караульный бдительно охраняет вверенный ему пост. На территории казачьей заставы, вблизи площадки Сывыки, расположилась армейская часть, где допризывные учения проходят студенты алданских среднеспециальных учебных заведений. Строевая и огневая подготовка, освоение приемов самообороны, сдача нормативов, выполнение спецзаданий, солдатские будни послаблений не предусматривают. Как бы все нравится, пока только здесь. Обучаемся, стреляли в тире, то есть как бы какие-то такие полевые дела в основном. Убираться помогали и так далее. Накануне сборов предстояло подготовить лагерь. Бойцы навели порядок на территории, установили палатки и оборудовали полевую кухню. Не первый год допризывная подготовка у студентов проводится совместно с представителями казачества. Алдан нас снова не подвел с погодой. Прекрасная погода.
Организаторы отработали, уже я вижу, что очень качественно. Ребята собрались, все команды, которые мы планировали, они сегодня собрались здесь и покажут себя в своем ратном деле уже на поле, как говорится, учебно-полевых сборов. Во второй день сборов тренировки стали особенно массовыми. К бойцам студенческих отрядов присоединились старшеклассники и члены патриотических молодежных объединений. Самыми юными курсантами стали ученики 5-6 классов. Я считаю, что сегодняшние совместные тренировки со сборами техникума пройдут на высшем уровне. Дети научатся чему-то новому, покажут тому, чему они научились. И в итоге, в любом случае, каждый где-то что-то возьмет для себя. В 2025-м допризывная подготовка проходит в дневном режиме. К месту учений курсанты прибывают к 8 утра. Занятия и тренировки продолжаются до вечера. Сборы рассчитаны на несколько дней. Занятия ведутся на 6 учебных точках. Здесь бойцы учатся оказывать помощь пострадавшим в результате боевых действий. Ребятам в основном показываю основы тактической медицины. Сейчас это довольно востребованная тема. Каждый человек должен знать какие-то базовые вещи. Ребята справляются неплохо для людей, кто никогда до этого не сталкивался с тактической медициной. Им это интересно, им это, я объясняю, просто понятно. Граната! Условия учений максимально приближены к реальным. Допризывную подготовку в этом году проходит порядка 200 человек. Вместе с юношами премудрости ратного дела познают и девушки. К слову, представительницы прекрасной половины показывают себя вовсе не слабым полом. Сборы у нас идут в штатном режиме, они у нас уже ежегодные. В этом году нам с погодой повезло, в прошлый год был вообще там дождик, мы когда заезжали сюда, в этом году прямо замечательная солнечная погода. Бойцы все молодцы, первый день, конечно, вчера все обкатывались, это все еще было проблематично, но сейчас уже все выполняют в полном объеме, в штатном расписании, как положено. Основной целью сборов является подготовка к службе в рядах вооруженных сил профессионально и морально. По мнению командиров и организаторов, допризывную службу бойцы несут весьма достойно. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. В спорткомплексе «Дахсун» прошел первый соревновательный день регионального этапа всероссийского проекта «Вызов первых» – одно из самых масштабных и массовых физкультурно-спортивных мероприятий «Движения первых», где в муниципальном этапе приняло участие более 6 тысяч учащихся. Подробности знает Тимур Колмогоров. Состязания по 6 видам спорта были разделены на 4 возрастные группы. Младшие показали свои умения на таких этапах, как классики и прыжки через резинку. Более старшие же участники продемонстрировали гибкость и координацию движений при наклонах вперед и в прыжках на спортивной скакалке. Достаточно долго занимаюсь боксом, и в связи с этим мне очень легко прыгать. Из-за этого на сегодняшних соревнованиях примерно напрыгано 120 прыжков совместно со всеми 3 категориями, которые были. Это вперед, назад и крестиком. Я принимал в муниципальном, движения первых были сначала муниципальные соревнования. На муниципальных соревнованиях поставил рекорд. 220, по-моему, то ли 230. Кроме того, прошли и командные соревнования по футзалу и баскетболу 3 на 3. Всего в республиканском этапе соревнования принимают участие 27 команд из 13 районов республики. Это более 200 учащихся с 1 по 11 классы. Я принял участие в «Вызове первых» еще в прошлом году. Тогда наша команда успешно выступила и на муниципальном, и на региональном этапе, и также представляла нашу республику на всероссийском этапе. И в этом году также я принимаю участие, и наша команда тоже нацелена на победу. Мы команды готовились, играем в баскетбол. Игра в баскетбол – это прежде всего командный дух. Хотим получить больше эмоций просто от игры. Всероссийский проект «Вызов первых» в этом году проводится уже во 2-й раз. Это масштабный и массовый спортивный проект «Движения первых» в республике, где в муниципальном этапе этого года приняло участие более 6 тысяч учащихся. «Вызов первых» – это физкультурный проект, основной задачей которой является вовлечение детей и молодежи в систематические занятия физической культурой и спортом. И, конечно же, пропаганда здорового образа жизни. И, конечно, «Движение первых» – это уникальная программа воспитания и становления личности.
Соревнования завершатся в этот четверг, где выявят и наградят победителей этапов. Из них же в дальнейшем по всем возрастным категориям сформируют сборную республики. Она представит регион уже на всероссийском финале, который пройдет в августе в Красноярском крае. Тимур Калмогоров, Станислав Потапов, Якутск. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи.